Сегодня 20 марта 2021 года. Мы в Берлине выступили против, заявить свое слово, чтобы не сидеть. К сожалению, нас не так много, как хотелось бы. Но пока, как говорится, самого не коснется, пока гром не грянет, как говорит русская пословица, мужик не перекрестится. Мы сегодня собрались поддержать политзаключенных против того произвола, той тирании, которую творит Россия по всему миру. Как было верно сказано, Чечня была, одним известным политологом, Чечня была как канарейкой в угольной шахте, которая предвещала беду, но многие не обратили на это внимания. Многим казалось, что мы, отстаивая свои интересы, преувеличиваем ту опасность, которая происходит. И фактически нас оставили один на один. Об этом я вновь и вновь мы все об этом будем говорить, чеченцы. Потому что сегодняшняя ситуация, которая происходит в Беларуси, в Украине, в самой уже России, массовые репрессии начались. Это все связано из-за того, что многие просто предпочли сделать вид, что эти чеченцы, они какие-то не такие, как все, что вот им они какие-то, сперва нас, если заходить далеко в предысторию, можно, конечно, вспомнить, что мы были разбойниками, бандитами там и так далее, врагами народа. В последнее время нас начали называть какими-то боевиками, террористами, исламистами, каратистами, как только нас не называли. И в какой-то степени России удавалось сделать нас такими и представить нас такими. С одной стороны, из нас сделали исламистов, с другой стороны, из нас сделали путинистов. Хотя на самом деле мы были такие же люди, как все, как сегодняшние русские, которые хотят свободы. Мы немного раньше просто задумались над этим, и этой свободы хотели чуть раньше, чем остальные. И оказались на пути России более незащищенными. И Россия предпочла решить сперва с нами вопрос, чтобы в назидание другим и заодно отточить свое мастерство на нас. На сегодняшний день чеченцев осуждено 26 тысяч. Мне иногда бывает немного удивительно, когда говорят, вот политзаключенные, вот сейчас в 2012 году появились, после болотного дела и так далее. Называя нас, иногда даже наши сторонники, называя нас гражданами России, забывают про 26 тысяч незаконно осужденных чеченцев, которые некоторые, это большое количество людей, не вышли даже из тюрем, были убиты, кто-то был забит, кто-то был доведен до смерти, кто-то был отравлен. И, как известно, большие сроки, от 15-20 лет, и включая пожизненные сроки заключения, получали наши граждане независимой Чеченской Республики Ичкерия. Самое сложное вот из этой ненависти, я всю свою жизнь, практически всю сознательную жизнь прожил в России, и наблюдая и там, и сейчас уже здесь в Европе. Самое сложное в этом даже не то, что какой-то там шовинизм, национализм, какая-то ненависть, которая к нам проявляется. Мы с этим живем и ничего, справляемся, это даже нас держит в строю и дисциплинирует, скажем так, все, что нас не убивает, как говорится. А самое сложное — это молчание. Когда люди молчат, как-то... В 1963 году, в марте месяце, Мартин Лютер Кинг в Америке проводил большую акцию, где собралось около четверти миллионов человек за права чернокожих и вообще за равноправие, за права человека. На этом митинге, большом митинге, выступил один еврей, раввин Иоахам Принц, его звали.
Этот человек прожил в нацистское время, в гитлеровской Германии, в Берлине. И он сказал такую вещь: вот, самое трудное, сложное было это не то, что вот эта ненависть и неприязнь, которая к нам проявлялась. Самое сложное, но я дословно не цитирую, приблизительный смысл сказанного. Самое сложное это было молчание. То молчание, которое я вижу даже здесь, в Европе, мне казалось, это только такая особенность России, что вот русским нет дела, вот их не бьют, и значит до других им нет дела. Нет, это оказалось не только особенность России, то же самое мы увидели и в Украине в определенной степени, то же самое мы увидим здесь, в Европе, когда мы говорим о каких-то своих проблемах. Не так много людей, которые готовы как-то принять участие, соучастие принять в этом деле. А если не говорить об этом, опять же возвращаясь к той канарейке в угольной шахте, если не говорить об этом, это касается всех. Все, что с нами уже можно было сделать, Россия сделала. Она физически, морально, сейчас духовно пытается искоренить, истребить нас полностью, сломать, переделать, переформатировать. Спешу расстроить, конечно, ее. Это у нее никогда в жизни не получится. Хотя какие-то успехи у нее бывают на этом пути. Сегодня каждый должен задуматься о том, что вот сегодняшняя Россия, которая пытается восстановить свою имперскость, она же не будет останавливаться на Украине. Они говорят о ГДР, вообще-то, да, вот если прислушаться их, посмотреть их планы, то речь вообще-то, ну, как минимум заходит даже в том числе до восстановления своей империи советской, да, до территории ГДР. Кто-то здесь считает, что это невозможно и так далее. Например, мы считали, что невозможно в 1994 году напасть на вчерашних советских граждан, которые проживали, в том числе и русских, которые проживали в нашей стране, и что русские будут убивать русских, и нас тоже в том числе. Вчера еще кто-то думал, что не нападут на Украину, потому что, ну как нападут, вроде славяне, вроде христиане, мы-то ладно, чужие какие-то непонятные, но есть ведь там столько смешанных браков, столько, ну, вроде бы, я лично считал, что украинцы и русские это, в принципе, ничем не отличаются, как мы с ингушами, ничем не отличаются и практически друг от друга люди. Хотя оказалось не совсем так. И вот мы будем надеяться, будем как бельмо в глазу. Если не хватает духа у некоторых, иногда кажется, что тут на Западе не только финансы решают, да, и говорят очень много о коррупции, много денег Россия выводит сюда, вкладывается, и это тоже не секрет, мы все это видим. Мы живем все в русском информационном поле, наблюдаем, знаем, как мэры Москвы, например, приезжают уже наворовав всю Россию, разграбив, приезжают здесь, доживают свою старость, умирают, лечатся здесь в больницах. Там Альфреды Кохи разные, которые живут здесь, которые уничтожали свободу слова в России, живут здесь и здравствуют, ну и так далее. И все это не бедные люди, мы все это прекрасно знаем. Но кроме той коррупционной составляющей, которую мы здесь наблюдаем, есть еще и обычное малодушие, человеческое малодушие. Когда тебе кажется, что да, пронесет, это нас не коснется. Коснется, господа, коснется всех рано или поздно, в зависимости, насколько хватит сил у тех, кто творит это зло на земле. Ну, как-то так. Всем спасибо.